Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар? Продолжаем тему жатысептік. Сегодня у нас 14 урок, жатысептік 3. Сұрақтары сағат нешеде, во сколько? Ол нешеде, сколько ему лет или сколько ей лет. Жалғаулары окончания да, де, та, те. Как вы видите, окончания остаются неизменными, они те же. Итак, читаем. Уақыт – это время. Жас – это возраст. И вот тут дается время. Сағат 1 – час, сағат 2 – 2, 3, 4, 5, 6, 10. Убираем шторку и видим окончание. Эти окончания мы будем присоединять по закону созвучия. Итак, сағат 1-де, сағат 2-де, сағат 3-де, сағат 4-де, сағат 5-де, сағат 6-да, сағат 10-да. Мы образовали другую форму слов. Эти слова теперь у нас стоят жатысептік. Переводим. В час, в 2 часа, в 3 часа, в 4 часа, в 5 часов, в 6 часов, в 10 часов. Они все отвечают на вопрос во сколько сағат нешеде. Теперь о возрасте. Убираем шторку. Стоит гол. Сейчас будем добавлять окончание, и у нас получится предложение. Итак, к цифрам окончания добавляются через дефиску. Значит, гол 16-да, гол 21-де, гол 35-де. Ему 16, ему 21, ему 35. Или ей 16, ей 21, ей 35. Все равно в казахском языке нету категории рода. Теперь давайте рассмотрим примеры диалогов с участием жатысептік. Итак, мысалдар. Сенің сабағың нешеде басталады? Менің сабағым 8-де басталады. Нешеде аяқталады? 1-де аяқталады. Сіздің жұмысыңыз нешеде басталады? Менің жұмысым 9-да басталады, 6-да аяқталады. Во сколько начинаются твои уроки? Мои уроки начинаются в 8 часов. Во сколько заканчиваются? В час заканчиваются. Во сколько начинается ваша работа? Моя работа в 9 начинается, в 6 заканчивается. Давайте рассмотрим примеры предложений с пройденной грамматикой. Мысалдар. Сенің жасың нешеде? Менің жасым 20-да. Ал сіздің жасыңыз нешеде? Менің жасым 35-те. Сколько тебе лет? Мне 20. А вам сколько лет? Мне 35. Оның жасы нешеде? Оның жасы 9-да. Сколько ему лет? Ему 9 лет. Обратите внимание на эту формулу. К словам жатысептік добавляются личные окончания. Если расшифровать эту формулу, то можно вот так. Да, де, та, те, плюс личное окончание. Мын, сын, сыз. Здесь даются слова в жатысептік. Үйде, дома. Здесь жұмыста, на работе. Теперь будем прибавлять сюда местоимение и плюс личные окончания. Начнем с третьего лица, потому что в третьем лице личное окончание не добавляется. Сіз үйдесіз, вы дома. Сен үйдесің, ты дома. Мен үйдемін, я дома. Следующий пример жұмыста на работе. Ол жұмыста, он или она на работе. Сіз жұмыстасыз, вы на работе. Сен жұмыстасың, ты на работе. Мен жұмыстамын, я на работе. В разговорной речи структура жатысептік плюс личные окончания встречаются довольно часто. Приведем один из таких примеров. Алло, сен қайдасың? Мен базардамын. Ал сен қайдасың? Мен автобустамын. Алло, ты где? Я на базаре. А ты где? Я в автобусе. На экране мы видим примеры диалогов с падежными и личными окончаниями. Давайте их прочитаем и поймем, о чем эти диалоги. Сіз нешедесіз? Мен 30-дамын. Ал сен нешедесің? Мен 15-темін. Сколько вам лет? Мне 30. А тебе? Мне 15. Сіз неше жастасыз? Мен 40 жастамын. Сколько вам лет? Мне 40. Теперь посмотрим, что же находится под шторкой.
Этот диалог мы прочитали на предыдущей странице. Разговор тоже про возраст. Получается, что эти фразы грамматически разные, а по смыслу они совершенно одинаковые. Ну, это есть особенность языка. Завершая тему, можем сделать вывод, что сжатый септик используется в предложениях, где указывается точное время действия и отвечает на вопрос не «где», «во сколько», а также в предложениях, где идет речь о возрасте человека. О возрасте можно спросить 3 способами, и они между собой все равнозначные.